Генеральный спонсор передачи – магазин косметики Skin Time. Ваша красота – наша работа. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Город женщин». И с вами мы, Мария Куницкая и Дарья Анкехова. Добрый день. В суете рабочих будней мы, Мария, всегда торопимся, спешим. Мы стараемся заработать деньги, построить карьеру и совсем забываем о том, что есть у нас и свободное время. В общем, мы себе любимых забываем. А в свободное время сегодня мы будем о нем рассуждать и учиться правильно его использовать. Ну что, поехали? Ну что, Машенька, вот раз уж мы заговорили про такую интересную тему, как свободное время, согласна ли ты с тем, что немножечко несправедливо, наверное, рассуждать о том, что вот мужчины, свободное время у них понятно, да? На диване, с чашечкой чая, да? Как царские коты. Да, возможно, где-то в гараже с друзьями, а у женщин... Рыбалка, охота. Рыбалка, да, охота, вот оно, свободное время у мужчин. А ведь у женщин же тоже оно есть. Но, к сожалению, зачастую мы его проводим все в домашних... Стирка, уборка, готовка, Готовка. дети, и на себя не остается времени. То есть совершенно нет времени, потому что, ну как, пришли с работы, да, супруг на диванчик, зачастую, да, а мы на кухне, давай, и у нас уйма времени уходит только на домашние хлопоты. Вот ты, как человек, наверное, творческий, ну не наверное, ты у нас очень творческая личность, всегда ли ты уделяешь время именно домашним хлопотам, или все-таки каждый день ты что-то так креативишь? Нет, кстати говоря, действительно, каждый день стараюсь креативить. И, кстати, вот сегодня действительно будем креативить, потому что будем создавать столик для свободного времени и для отдыха. Воскресное утро или там субботнее утро, завтрак в постель. Мы будем делать столик для завтрака в постель по примеру Пьера Лотта. Такой есть лайфхакер тоже и любитель всяких штучек из вот таких вешалок. Как замечательно. Это то есть, чтобы когда у тебя супруг на диванчике-то лежит в свободное время... Чтобы принес столик и покормил. Еще и ты, наверное, будешь нести ему, да, этот столик? Нет, боже упаси. Хорошо, Машенька, ну что необходимо нам для вот изготовления такого интересного столика? Такие очень простые женские предметы. Шуруповерт, молоток. Действительно. Да, действительно, очень. А самое любимое – это наждачная бумага. Где-то можно там пяточки потереть, перчатки, пассатижи и хороший какой-нибудь лак, который не пахнет, чтобы никого не смущать запахом, ни семейных, ни домашних животных. Это акриловый лак. И, конечно же, как в прошлый раз я и говорила, после ремонта остаются какие-то доски. Вот у меня осталась такая доска. Как раз готовая столешница для маленького столика. Ну, немножечко я ее обработала наждачной бумагой заранее, чтобы здесь не шуршать в прямом эфире. И вот сейчас мы будем удалять вот эти маленькие усики, которые являются непосредственно. Сколько штук нам потребуется? 4 штуки всего плечиков нам нужно. Я не то, что с ними распрощалась, но вот одна у меня была поломана уже. Я ее подготовила и думаю, что там ради такого дела хорошего. Свободного времени в воскресенье утром, чтобы не я завтрак готовила, а мне принесли, я думаю, сделаю. Мы откалываем наши вот эти вот пассатижами. Достаточно. Можно, кстати, попросить либо мужа, либо свободное сына, время, да? Да, либо любимого человека. Можно нелюбимого попросить, если Маша, есть как такой. часто, Маша, а как часто ты говоришь такую великую фразу «У меня нет совершенно свободного времени»? Наверное, часто. Да? Да. А ты считаешь, что все-таки это оправдано, или в большинстве случаев мы сами? Нет, мы сами, наверное, придумываем себе это все. То есть свободно... Нет, кстати, я, готовясь к эфиру, немножечко посмотрела в различных соцсетях. Свободное время есть у всех, но это в любом случае, да? И по официальным исследованиям социологов,
А свободное время женщины тратят в первую очередь на воспитание детей. На втором месте на развлечения. На третьем месте женщины тратят на чтение. Кстати, очень интересно, 40 минут в день практически женщины тратят на чтение. Знаешь почему? На чтение чего? Ну вот, а здесь я еще и думаю, когда же я 40 минут в день-то читала, да, книги. А оказывается, сюда входит чтение всего. Соцсети, то есть даже с телефона. объявления, значит, газеты, там, вот оказывается, мы очень много читаем в свободное время. Ведь мы едем, к примеру, в Читающая автобусе на работе, мы читаем рекламу, да, на чтение уходит 40 минут в день. На пятом месте на себя тратят свободное время, всего лишь на пятом месте. И на шестом месте мы тратим свободное время на сон. Вот как у тебя? У тебя все-таки на первом месте что? Свободное время. Читать я читаю. Читать и Но ты я читаю читаешь. книги, скорее всего, и на ночь. Ну, отлично. Ну, а у нас сейчас время подходит к самому любимому нашему сюжету, постоянной рубрике Love Story. Давайте посмотрим. Сегодня я в гостях у необычной семьи, а у спортивной, у Светланы и Сергея Беляевых. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своей семье и как вы познакомились. Работали, получается, сколько работали? Лет 6, наверное, 7. Ходили, то есть рядышком. Мы знали как бы как коллегу, но не как там друга или подругу, у него были отношения, близкого человека. Как-то были заняты, и потом свободные стали и как-то друг к другу присмотрелись и уже заинтересовались, да, друг другом. Вместе занимались, ходили в тренажерный, да, бегать ходили на стадион, как-то вместе время проводили. То есть, получается, если одни пары ходят в кино, в рестораны, то вы выбираете спортзалы. Спорт все равно дал свои плоды, связал нас, укрепил и так далее. В какой момент вы поняли, что влюблены друг в друга? Ну, был корпоратив в честь юбилея 25 лет. Вот. Мы гуляли, отмечали это в ресторане, и там, получается, я пригласил Светлану на танец. Потом начали вот заниматься еще больше так не занимались. Потом я собрал вещи и просто переехал к Светлане. Серьезно. А как ваши отношения изменились после появления ребенка? С появлением вот Давида, не знаю, как бы семья у нас закрепилась еще больше. Платились, то, что мы вместе, нас стало больше. А какие сложности вам удалось преодолеть вместе? Мы двое упрямые, поэтому два барана. И всё. И Светлана у меня как бы упрямая, скорпион, и я упрямая дева. Какие самые запоминающиеся сюрпризы вы делали друг другу? Я прихожу с суток, получается, и Светлана сделала своими руками такой стенд. Везде, там такой везде есть. было все обклеено сердечками. Я открываю шкаф, там сердечки. Потом я вроде и на кухне там холодильник открываю, там сердечки. То есть, ну, это было так прикольно. Мне понравилось. А что, по-вашему, должны делать в семье мужчины, а что должны делать женщины? Ну, у нас особо нету такого. То есть, предположим, если речь идет там помыть посуду, предположим, и мою и я, и я. Ну и Светлана, и я мою, то есть, то, что я получается. как бы приготовить, как бы такое основа, что убраться, там, помыть, все как бы вместе там. Если я не могу, то Сергей сделает. Или если я не хочу что-то там, Сережа сделает. А сейчас мы с вами сыграем в игру. Это наша традиционная игра. Я вам раздаю папочки, задаю вопросы, и вы одновременно на них отвечаете. Что больше всего ваш муж любит делать по дому? Переворачивайте, да. И играть в планшет. А теперь следующий вопрос. Какой первый подарок вы сделали своей супруге? Раз, два, три. Что ж такое? Что вы любите делать вместе? Тренироваться. Есть совпадение. Так у меня длиннее дошло. Спасибо вашей семье за такое замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся уже на следующей неделе в этой же рубрике.
Замечательная история про семью Беляевых, и мне кажется, что тут вот как раз-таки тема свободного времени актуальна, потому что свободное время свое они проводили в спортзале, и где их и свела судьба. Вместе, да. Вместе, Вот вам, и вот пожалуйста, видишь, у них было это судьба так. свободного времени. Кстати, Отлично. надеемся, что как-то муж в эту субботу или воскресенье сделает любимый подарок. Ну, Даша, мы с тобой все разговариваем. В нашей студии сидят 5 роялей в кустах. Давай их представим. Ребята, скажите, как вас зовут? Вы сегодня нам так нас Скрасили порадовали, наш эфир скрасили сегодня, наш да? сегодняшний Я думаю, день. телезрители уже оценили, да? Расскажите о себе и о своем коллективе. Здравствуйте, да. Наша группа называется Огайо Брас. Мы образовались в январе этого года. Вот. Мы увидели на ютубе видео, там, где американские музыканты тоже играли подобную музыку на духовых инструментах. Вот. И, собственно, от них мы исчерпали То своё есть вы вдохновение. достаточно молодая такая группа, да? Только относительно. буквально, да, полгода, да? Да. Чуть больше полугода. Ребята, ну а вопрос, как вы нашли таланты, да? Ну это же очень сложно же найти молодых, креативных, еще и хорошо играющих, да, единомышленников. Вот это ваше свободное время, да? Да. Вы Вы проводите свое свободное время... время так истратили. Ну, Вы как, вы нашли друг друга в соцсетях или вы уже знали друг Нет, друга? мы познакомились все в колледже, мы учимся в Якутском музыкальном колледже, вот, и все вчетвером мы там познакомились. Вот. Познакомились, да? А скажите, у вас есть девушки в коллективе? Нет. Почему? и почему вы не хотите себе девушек? Может, возьмете Марию? Пусть поет, танцует. Ну, было бы неплохо, но у нас формат такой, что... Формат Да. чисто бойс-бенд Так, такой, да, давайте, у вас? как вас зовут? Вот у вас бас-гитара. Как вас зовут? Микрофончик. Бас-гитара? Юрий. Юрий. Бас-гитарист Юрий, очень приятно. Наши Ефрем. ударные инструменты. Ефрем Ударник. Олег. Семен Николаевич. Семен Ой, Николаевич. Николаевич. Ну, Как конечно, приятно. дальше. Гаврил. Гаврил, хорошо. Скромный Ну, я так Гаврил. поняла, у вас гвоздь вашего коллектива — это Олег, ваша, так сказать, рука Бога. Ну да, Олег, он организатор, он ищет для нас халтуры и тому подобное. А в свободное время вы это делаете? Да, естественно. То есть вот недавно мы, можно сказать, подрабатывали в клубе Galaxy, играли по ночам там, где караоке-зал. Ну, замечательно. Ну, Сегодня у вас замечательно. блестящая возможность. Вы сегодня у нас на канале НВК Саха и Саха-24, ну а конкретно вы находитесь в городе женщин. И мы очень рады приветствовать вас у нас в гостях. Спасибо. Ну а мы продолжим обязательно наш эфир после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим про свободное время. Отлично. Мы напоминаем вам о том, что вы смотрите «Город женщин». И сегодня тема нашего эфира – это свободное время. Ну, Маша у нас в процессе изготовления очень интересного столика для завтрака. Ну, в принципе, он почти готов. У меня осталось только 2 ноги. Мы скрещиваем наши ножки вот таким образом. Вот так вот. По прямой линии. И присверливаем их 2 саморезами. С той стороны я уже сделала. И с этой стороны тоже. Столик будет готов. Отлично, Маш. Пока ты изготавливаешь свое произведение искусства, по статистике, говоря уже опять, я прям люблю статистику, практически 20 минут в день женщина тратит на уход за собой. Тебе умер статист. Статист умер. Ну вот пока вот такие официальные данные. И я думаю, сейчас самое время пригласить в нашу студию нашего постоянного бьюти-эксперта Анастасию. Анастасию Крылову. Анастасия, здравствуйте, заходите к нам. Здравствуйте, девочки. Привет. Здравствуйте, Я мальчики. пока Здравствуйте, здравствуйте. послушаю Давно вас, вас у нас послушаю. не было. С возвращением. Анастасия, вот расскажите, сегодня у нас очень интересная тема, и тема для многих женщин актуальна, потому что это уход за Да, кожей лица. Уход за собой, за кожей лица, ну и тело тоже можно, да. И сегодня мы поговорим о глине. Это самое распространенное, самое доступное средство для ухода за кожей лица для любой женщины. Даже подростки тоже могут сделать себе уходовые процедуры с помощью глины. И ну, разновидностей глины очень много. На самом-то деле...
Конечно, мужчинам Вот тоже видите? можно. Да. Глина пользуется Мальчики уже популярностью. заинтересовались, да? Эксперта, бьюти-эксперт у нас, видите, какая? Он говорит, можно, все можно. Возможно, Глину прямо даже сегодня вы можно не придете вот только после такого мужчинам, да. концерта у нас на НВК Саха, придете домой и масочки делаем. Поэтому запоминайте, мальчики. Не сидим просто так. И Ну, подросткам тоже можно. Даже в древности его использовали вовнутрь. Ну, глину. Ели? да. Боже мой. Ну, сейчас нежелательно, я думаю. Ну, некоторые виды глины можно кушать, да. Да вы При что, первый раз, недостатках вот она, да? витаминов можно кушать глину, потому что их очень много. Есть белая глина, зеленая, черная, серая, красная, желтая, голубая, розовая глина, да. И вот сегодня я хочу показать вам маску из черной глины. Черная глина – это глина, которая очищает кожу, которая адсорбирует загрязнение, очень хорошо помогает при угревой сыпи. Что-то я слышала про черную глину. Сейчас пестрят вот эти все черным лицом мажут. Это оно? Ну, оно близко к этой, да, но там чуть-чуть другой состав. Мгм. Так, и Это вот где-то какая из этих она? черная глина. это вот это, да? Да. Мгм. Черная глина, розовая глина, ага, голубая, Есть белая. можно все? Есть можно белую глину. Ага. Маша прям усердно, Я да? голодная. Отлично. Ну, говорим мы сегодня о черной глине. Да, ну, можно поговорить о любой глине, да. Например, розовая глина, она очень хорошо увлажняет, подтягивает кожу. Для возрастной кожи она самая идеальная, прям. Розовая Ну, глина, она да? такая красивая еще. Посмотри, если бы ты Даша видела, какая это красота. Так, а белая глина, она вот именно, это каолин, или по-другому называется, да, она самая основная, самая безвредная, ее можно использовать всем. И То вообще, есть это вот эта, которая такая светленькая. Да, Это да, белая. но здесь еще с примесью немножко вот голубой глины, да, ага. А так она бывает вообще идеально белая. Мгм. Так, и желтая глина, красная глина, их очень много, и практически они подходят для любой кожи. Если у вас кожа жирная, то как нанести масочку, можно вот дождаться именно высыхания. Если кожа сухая или нормальная, или вам не нравится, как она стягивает, то можно вот прям Чуть раньше, да, снимать? намочить А. кожу, да, масочку, чтобы она не высыхала. И держать где-то минут 20 максимум. То есть противопоказаний, получается, нет? Противопоказаний нету, если ну, предварительно надо делать все равно аллерготест на локтевой сгиб, да, и потом уже посмотреть, потому что у некоторых людей даже на витамины бывают, да, на... То есть, ну, как бы это с точки зрения безопасности подойти? Да, это индивидуально. Анастасия, ну, понятно, глину можно использовать и употреблять даже всем, да? Да. А тогда вот вопрос, наверное, основной вопрос, как ее правильно развести, как ее правильно приготовить? Ведь процесс, наверное, тоже здесь есть свои нюансы. в Да, процессе. но желательно масочку делать на глиняной или на стеклянной посуде, ни в коем образом Даже не в железной и не в пластмассовой посуде, потому что это как живая. Мгм. И, ну, например, вот я взяла 1 столовую ложку черной глины, добавляем масло чайного дерева, ну, это для именно проблемной кожи, да? Здесь, Несколько капель, да? да, чайного совсем дерева, чуть-чуть. масла. Ага, и вода должна быть тоже комнатной температуры, не холодная, не горячая. И То добавляем... есть это вот, когда локтем тоже трогаешь температуру? Да, Такая, ага. локтевая температура. И желательно ее не размешивать, а она должна сама впитать то, что нужно ей. Мгм. А, то есть вот эта иллюзия, да, вот это взбивать там ложечкой, вилочкой, этого не надо делать. Да. Да, обычно так истерично начинают взбивать. Да-да-да. Вот так вот ждем. А можно посмотрю? Такой красивый. Прямо как... Это, в общем, как вот коньяк обычно так размешивают, да? Мы также глину размешиваем. Да. Отлично. Вот. Ну а запах? куда избытки Пахнет. воды-то? Пахнет замечательно. Ой. Избытки воды можно слить, или же в конце, ну, немножко можно это размешать. Но она получается такая густая. Мгм. Она должна быть консистенции какой? Как сметана или все-таки по
Она должна Ищи. быть консистенции более густой сметаны. Мгм. 30% жирности. Вы знаете, наверное, по поводу того, как накладывать на лицо глину, наверное, все видели это и на картинках, да, и в кино. Да. Но ведь бывает так, что и накладывают даже и в область глаз. Ведь это неправильно? В область Вокруг глаз, конечно, нежелательно класть. Так там сейчас масло чайного дерева, там Да. особо тебе не понравится вокруг глаз. И Кожа чувствительная очень. берем кисточкой и смазываем. Смазывается очень легко и просто. Ну, более плотным слоем. Вот так вот получается. Подождать минут 15-20, потом ее смыть тепленькой водичкой и протереть. 15-20 минут необходимо, да? Да. Мгм. Держать на лице. А, И, как вы вот сказали нет, правильно, это- если она немножечко подсохла, Да, ее да. можно смочить, правильно? Да. Потому что это ведь если это неприятно. неприятно. Да. Если И, кожа сухая, если нормально, если неприятно. знаете, я сталкивалась с таким моментом, что когда-то в детстве по своей, видимо, ну, малограмотности наносила глину и прям ходила и хохотала, и вот это все у меня трескалось, и мне так Ой, нравилось. такое- А вот здесь вот что? Остаются же следы. Конечно, вот такого, чтобы не должно быть. Человек нанес масочку и должен спокойно лежать, и масочка не должна трескаться на лице. Спасибо большое, Анастасия Крылова. Напоминаем вам, что у нас в студии наш постоянный бьюти-эксперт Анастасия Крылова. Она у нас косметолог и рассказывает нам каждую среду секреты красоты в медицине и косметологии. Ну и самое время перейти к нашей постоянной рубрике о красоте «Виктория Рассвет». Смотрим. Are you alive right here, right now? We've crossed the line, but you're halfway back. Fears alone, you have conquered none. We're here apart, 'cause we're somewhere across the water. Blame me now for the faults you possess. Never had control, and you're hating it. If I came around, second time feeling fixed, would you still leave me hollow? Second time feeling fixed. Ball way back. Second time feeling fixed. Waves held you back ashore. I left you with a map. You threw it somewhere across the water. Blame me now for the faults you possess. Never had control, and you're hating it. If I came around, second time feeling fixed, would you still leave me hollow? Second time feeling fixed. Ball way back. Second time feeling fixed. Free from the weight of my chest. Flee from secrets we never shared. All the time we lost, it was never enough to meet somewhere across the water. Ну вот, все, практически все закончено. Здесь мы вкрутили саморезы. Ножки наши из вешалок готовы. Так, Можешь ну мне подойти надо посмотреть? проверить. Мне Я нужно могу тебе все дать, проверить я и могу тебе дать убедиться. гламурненькие перчаточки. ты можешь Насколько здесь все у покрасить. тебя качественно, Машенька? Я у тебя буду контролером таким, да?
Что мне не конкуренты или контролеры? Вы знаете, очень интересно, все примитивно, да? Все Да, очень просто. очень просто. Значит, На, что покрась. ты? Приложи Всё, свою приложи. Вот так мы проводим Покреатив. свободное время в прямом эфире программы Вот «Город это, то есть, женщин». Понятно, да, что вот этот вот столик, вот ты лежишь, вот у тебя там будут ноги, здесь можно, подожди, можно, Главное, подожди, вот так вот поставить чашечку, пока лак, ну лак ничего страшного, по-моему. Вот так, если вот так вот ляжешь, так, вот так вот. Мы с Вот тобой, прям так, да? вот так мы с тобой разговариваем. Ну, конечно, мы не вместе лежать будем с тобой. Да, почему же нет? Может, какое-то воскресное да. утро мы с тобой встретимся. Даша, ты хочешь кофе? Отлично. Ну что, дорогие телезрители, пожалуйста, запишите себе, да, куда-нибудь в записную книжечку изготовление вот такое простого столика. Можно для на повторе завтрака. посмотреть? Ну а сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Все. Чай. Вот такой у нас сегодня музыкальный эфир, Драйв. да, ведь у нас сегодня в городе женщин музыка царит прям, ну, в атмосфере у нас сегодня такой Мы не музыкальный. купаемся. Играют нам мужчины. Играют для нас Молодые мужчины, да? красавцы. Ну, надеюсь, мы всем телезрителям передадим вот эту энергию музыки живой, да? Мне кажется, это всегда здорово и всегда поднимает настроение. Маш, ну мы сегодня говорим про свободное Свободное время. время. И как уже мы затронули до этого тему, И да? как мы его выяснили, что его всегда мало. Его всегда мало, но зачастую женщина проводит все свободное время со своими детьми. Как у тебя обстоят дела с этим делом? Ну, конечно, Ты у нас замечательно. мамочка многодетная. Да, у меня 3 детей. Сынуля и 2 дочки. И ты, наверное, в свободное время прям... Ну, они у тебя постарше уже, да? То Ну есть- да, ну маленькая это, конечно, требует много внимания, а вот старшая это, конечно. Что уже ты делаешь в больше свободное время? социализм. Ну, между прочим, вот неправда, что дети сейчас только в гаджетах. Мы как-то вместе фильмы смотрим, в кино вместе ходим. И все-таки я стараюсь их как-то немножечко приучать к книгам. Я сама им читаю. То есть я на ночь обязательно какую-нибудь книжку. Даже, правда, конечно, бывает, что я с планшета читаю. У нас сейчас, так сказать, ознакомление с некоторыми западными авторами. Но любим мы читать. Я люблю читать детям на ночь. Мы читаем. Отлично. Ну, раз уж мы затронули тему чтения, да, и вообще, мне кажется, это настолько актуальная тема, да, вообще подрастающее поколение и книги, это сейчас немножечко в 21 век. Кажется, что все дети, вот как ты сказала, Маша, все в гаджетах, Да, в сейчас компьютерах. книги для детей, как когда-то глиняные таблички. Да, для и детей. уж тем более такое, что сказка перед сном для любимого ребеночка, это становится уже больше как... Для меня любимый. Да, в прошлом. И, конечно, в свободное время мы часто проводим со своими детишками. И здесь на помощь приходят развивающие игры. И мы готовы показать вам следующий сюжет. Внимание на экран. Спонсор рубрики – торговая сеть «Книжный маркет». Добрый день! Сегодня мы бы хотели посвятить раздел детскому чтению. Содержание, как вы видите, оно довольно объемное. Текст преобладает над иллюстрациями на профессиональном уровне. Сказки, конечно же, есть и авторские, есть и народные, волшебные, бытовые. Ребенок должен познать этот мир. Он очень разнообразен, сказочен. И действительно, мир фэнтези и мир волшебства он должен привлекать с детства. Перед нами раздел «Развиваемся с ребенком, учимся с ребенком». Обратите внимание, какой действительно многофункциональный и очень интересный набор. Как вы видите, здесь развиваем не только мелкую моторику, а у ребенка всегда развивается, как вы знаете, на кончике пальцев память. Вы даете ему этот набор, он складывает, как вы видите, слова, слоги. Все мы жалуемся на почерк детей, а вы видите, что здесь
прямо можно писать под этот шаблон каллиграфические наши как раз буквы алфавита. А здесь вы будете постоянно тренировать его мозг не только логическими, не только умением составлять разные сложные слова, но и развивать моторику, навыки счета и письма. А нам сейчас подсказали замечательную идею анаграммы. В чем изюминка? Здесь можно поиграть, смотрите, у нас убираем буковку, получается клад, убираем дальше, все идет у нас на лад. Перед нами звуковой плакат, который займет свое достойное место в детской комнате. У вас будет расти полиглот, и вы понимаете, что наравне с русским языком он будет воспринимать и английский. Кнопки рядом с буквами. Hello, let's begin learning English and Russian. Сравним, как звучит та или иная буква. Перед нами замечательный образец. Это звуковой плакат «Учимся читать». Посмотрите внимательно, здесь все вы совмещаете обучение с букварем. Если этот звуковой плакат будет висеть у вас в доме нашего первоклассника, то мне кажется, что он будет с удовольствием и воспримет это как игру, где он обязательно должен добыть медаль. Второй плакат – это плакат «Цвета, формы, фигуры». Обогащаете не только словарный запас, эрудицию, но и уметь чувствовать цвет, оттенки, тона, сочетать цвета, что немаловажно для современного человека. А этот звуковой плакат, мне кажется, песенки-потешки, он будет приятен всем. Здесь мы видим кладезь народной мудрости. Это действительно потешки, которые и произносят и скороговорки, и потешки, и какую-то букву. То есть даже где-то, возможно, заменят логопеда. Мы с вами и увидели какие-то приемчики, которые будут развивать наших детей. Возможно, среди наших будущих детей есть и Александр Сергеевич Пушкин, и будущий Нобелевский лауреат, и выдающийся полиглот, который будет свободно говорить на 5-6 языках. Такой познавательный сюжет. А ты, кстати говоря, что-нибудь для дочки посмотрела там? Ну да, но моей доченьке как раз сейчас возраст такой 6 лет, когда необходимо вот именно в нее вкладывать вот какие-то, знаете, моменты. И я обязательно, я думаю, сегодня после эфира загляну в магазин Там и были приобрету очень ей, хорошие да, книжки приобрету и ей игры. развивающую игру какую-нибудь, и этот вечер постараюсь, ну, побольше посвятить ребенку То есть у своему. тебя сегодня свободное время. Свободное время сегодня у меня вечером, надеюсь, будет. Давай к нашим ребятам вернемся. Давайте, у нас сегодня в студии замечательная группа Агая Брас Бенд. Ребята у нас сегодня прям радуют не только нас, да, замечательным живым исполнением. И вам даем возможность, ребята, порадовать всех телезрителей следующей композицией. Хорошо, спасибо. Вы только скажите, как она называется, чтобы наши зрители тоже порадовались. Ну, мы играем в основном каверы. Это кавер, кто не знает, это, как сказать, обработка других композиций, ну, в своей обработке. Вот. У меня сразу вопрос. А Да. что, вы сами обрабатываете? Да. Вы сами вот эти вот аранжировки делаете Да. сами? Талантливый человек. Талантливый. Все. Вы учащиеся, я так понимаю, вы студенты, да? Да, мы студенты. А у вас Где у всех вы? музыкальное образование есть, да? Будет. Будет? Да. То Ну есть вы просто еще не мне профессионал. подскажут, красавчики. Да, красавчики. Ну что, давайте, возможно, дадим красавчикам показать свои таланты. Уважаемые телезрители, танцуем возле наших экранов. Присоединяйся к нам и потанцуем, наверное, да, немножечко? Ну, давай, Машка.
Ну, я думаю, дорогие телезрители, вы все прям зарядились энергией, но мы с Машей и потанцевали, и доделали столик, да, Маш? Ну как, ну вот свободное время с музыкой, мне кажется, Слушай, ну повеселее. музыка это просто, это действительно свободное время. Можно просто лежать, слушать, а тут еще смотреть приятно. Ну, ты думаешь, они будут играть для тебя, пока ты будешь лежать, Конечно. слушать, да? И за столиком попивать чаек, да? А у Мы меня, не против. кстати, они по WhatsApp мне сбрасывали запись, я иногда ее слушаю. А тебе, то есть, нравится живое исполнение? Да, живое. Ну что ж, дорогие телезрители, напоминаем вам о том, что сегодня мы говорим про свободное время. И у нас в студии сегодня гости. Это группа Гайо Брас Бенд. Мальчики у нас такие очень талантливые, да? Ребята, ну а как вам вообще обстановка в городе женщин у нас? Да, в смысле, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо? Да. Какие они, да? Есть пару недочетов, но в целом неплохо. Неплохо. А вы Пара впервые, да? недочетов, это подожди, пара недочетов. Это Какие ты пары? и я. Пару недочетов, это Маша да Даша, да? Парни, ну смотрите, у вас впереди, наверное, планы на будущее, да? Если мы вас пригласим, вы к нам придете? Да, конечно. Конечно? Значит, недочеты мы исправим в следующий Хорошо. раз. Хорошо? Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, и, конечно, мы поговорим еще с нашими ребятами сразу после короткой рекламной Не паузы. просто поговорим. Так, у нас тут разразилась некоторая беседа фактически с искрами и с шипучками по поводу того, что вот Олег сказал, что какие-то недочеты. Оказывается, он имел в виду не наш проект, а женщин в целом. Вот, тогда Что отсюда у меня к возникли... женщинам некоторые претензии. Так, Олег, давайте, какие претензии к женщинам? Отлично. Вообще, что для тебя идеальная женщина, да? И какие претензии минусы он к ней бывают у предъявляет? женщин? Хорошо, но перед моим диалогом с вами можно мне подарить вам цветы? Мы пришли к вам не Боже, искусственно. как приятно. Не то, что можно, а даже нужно, да? Ну вот оно, подрастающее поколение, Машенька. Берем пример. Дождались. Ой, спасибо. Спасибо, Олег. Нам везет, да? Как я люблю город женщин и Да, вообще. я люблю город женщин. А особенно, когда к нам А приходят я мужчины. среду люблю город женщин. Когда к нам приходят мужчины, это вдвойне приятно, еще и не с пустыми руками, да? Спасибо большое. Ну, возвращаясь к нашему вопросу, какая она идеальная женщина? Ну, во-первых, не вредная. Не вредная. Все-таки Да. для Олега вредность это имеет значение. Да. Вот. Ну, во-вторых, талантливая в домашнем хозяйстве, чтобы была. Хозяйственная, Хозяйственная, талантливая, да? Да. Хорошо, а что такое талант в домашнем хозяйстве? Ну, приготовить завтрак, обед, ужин. Под музыку, под живое исполнение. Олег Чтоб- играет, а она готовит. Нет, чтобы она же играла, еще и готовила, да? Отлично. Ребята, а у вас, может быть, другое мнение? Какая Вот внешность? подождите, вот смотрите, вот Ефрем сидит, у него все время руки заняты палочками. Дайте-ка ему что-нибудь сказать. Ефрем, какая для тебя идеальная женщина? Ну, у меня уже есть невеста. Идеальная да. женщина? И самое главное, что хочу сказать, что самое главное в человеке это не внешность, ну, с которым ты проживешь всю жизнь, потому что внешность всегда изменится, а характер всегда останется. Поэтому самое главное в женщине это характер ее. Ну, а какой он идеальный, даже не знаю. Все разные, все индивидуальные, какого-то, что прям подобрать идеал, мне кажется, такое невозможно. Ну, характер ты сразу не узнаешь. Это Парни, всё равно надо общаться с а вы согласны с мнением, что обычно парень себе подбирает вообще спутницу жизни на образе своей матери? Должна ли быть она похожа чем-то на вашу маму? Не. Нет? С таким Нет, говорит. Ай. Мне кажется, это просто на подсознательном уровне Уровне. происходит. Человек сам не осознает, и потом оказывается, что похоже на мать. А у Гани какое мнение на это? Самый скромный у нас Самый музыкант скромный это Ганя, да. Ганя. Ганя у нас молчит. Самой большой трубой человек. Да, самой большой трубой. Ганечка, у тебя какое вот мнение по поводу идеала женщины? Ну, идеалы так... Сам не знаю, короче. Сам не знаешь? Ты еще не думал над этим? Главное, чтобы не пила, не курила и не употребляла наркотики. Боже, А, какой ну вы ужас. что? То есть Да, это она уже должна быть за современный. здоровый образ жизни. Вот она какая молодежь, да? В приоритете ставят какие вещи, да? Так, отлично. Так, ну а свободное время как вы тратите? Вы встречаетесь с друзьями, с девчонками или только тратите на музыку? В последнее время, да. В основном только на музыку.
То есть свободное Мы с- время для с- вас работа? В свободное время, да, мы репетируем. Ну, Где вы мне занимаетесь? кажется, Мне кажется, это где? хороший пример, да, вообще Конечно, да, классный конечно. пример, когда свободное время ты проводишь с музыкальным инструментом, и вот здесь ты ищешь и вдохновение, да, наверное, и, возможно, вот идеалы женщины, для них это муза, да, ребята? Да. А вот у нас есть для вас небольшой такой конкурс, интерактив. Ну, раз уж мы поговорили про вообще женщин и идеалы красоты, у нас есть фотографии известных женщин. Это могут быть актрисы, певицы и так далее. Ваша задача сейчас немножечко поднапрячься. Да, во-первых, быть внимательными. Да, и попробовать отгадать, кто перед вами на экране. Готовы? Хорошо, да. Не стесняйтесь, можете Итак, ошибаться. героиня номер 1. Та-дам! Та-дам! Ольга Бузова? Да! Ой, ну так легко отгадали. Действительно, правильный ответ. Внимание на экраны. Это, конечно же, любимая всеми тинейджерами, да, и, наверное, не только тинейджерами, Ольга Бузова. Ну, прямой ответ. Смотрим правильный ответ. Слишком легко, да, по-моему, Бузову? Сразу отгадали, Она да? очень Ну похожа. да. Похоже. Хорошо. Правда, сейчас она брюнетка, по-моему. Она перекрасилась же. Отлично. Вот она, брюнетка. Поехали дальше. Героиня номер 2. Кто это? Посложнее, да? Это уже да. Ваши Ну, это варианты, давайте я мальчики? подскажу. Ну, не давай я подскажу. Это не наша, не российская звезда. Ну, мне кажется, понятно по цвету кожи, действительно, что ну, она правда, не- товарищи, это звезда. Это вот... Это Дженнифер Лопес? Правильно! Молодец. Правильный ответ. Это Джей Ло. Любимая всеми ну, Джей ее Ло. можно узнать, в принципе. Вот она, красавица. Хорошо, отлично. Героиня номер 3. Ай, ну это неинтересно. Как ее звали? Как ее звали, говорят? Да-да-да, Анджелина Джоли, да. да. Анджелина Джоли, все верно. Ну, мальчики у нас эрудированы, да? Так, а вы знаете, они у нас, видимо, разбираются все-таки в женской красоте. Так хорошо, отлично даже, да? Не только время на музыку тратить. Да-да-да. Героиня номер 4. 4-я героиня. О, боже. Я не ожидала. Мальчики, ваши варианты. Ну, тоже можно догадаться. Ну, Ну, это, наверное... Ну. Ну, эпатаж. вот я вижу. А, Александре. Леди Гага, что ли? Леди Гага, что ли, Конечно. верно? Да? Она с Правильно. детства была уже к этому. Замечательно. Правильный ответ Леди Гага, да? Да. Замечательно. И 4-я героиня. Нет, это не 4-я, это Леди Это Леди Гага. Гага, все та же А еще далее женщина. 4-я героиня. 5-я. Мадонна. Нет, это Леди Гага, ну что. О, Кто бы это мог быть? Ну, это, судя по всему, это русская. да, это совершенно. По фотографии понятно, что что-то русское, говорит, да? Черно-белая фотография. Отлично. Может, Алла Пугачева? Нет. Помоложе. Алла Пугачева, сказали ребята. Ну, видно сразу, да? Интересно, она бы обиделась, если бы ей сравнили ее с ней. Нет, ну тут же все А, понятно, да. вы что, Это Ксения ребята? Собчак. Да, Ксения молодец, Собчак, молодец. все ясно, понятно, браво, молодцы. Ну и давайте реальное фото, да? Кстати, Ксения она, Собчак. по-моему, в президенты собирается у нас Ну вот, баллотироваться. кстати, фотография будущего Вдруг, президента, товарищи, да, это возможно. будущий президент. Ребята, а у меня возник вопрос, раз уж мы поговорили вот про... Для кого-то это же известная личность, муза, да? Кто для вас, вот вообще таланты у вас раскрылись в каком возрасте и кто их раскрыл, возможно? Ну, у меня родители привели меня в музыкальную школу в 7 лет. Вот. Ну, я сам не хотел, меня мама нарочно туда Заставляла? повела. Мама Да. привела, да? Как хорошо она тебя заставляла. Вот. И с того времени я играю музыку в оркестре. В школьном сначала я играл в оркестре, а теперь здесь в колледже играю. В колледжном оркестре. Ребята, а у вас были такие моменты уже, вот как у таких известных музыкантов, ну, допустим, проснулся, что-то произошло в жизни, и вот написали музыку, допустим? У кого-то было такое? Либо встретил девушку, увидел ее глаза и понял, что это Она. Анна. А потом пришел домой и аранжировку сделал. Бывает такое? Нет. Такого еще не было вдохновения у вас, да? Может, у Гани? Мы музыку не пишем. Нет, я же сказала, аранжировку Тексты, сделал. да, не пишем мы. Мгм. Мы инструменталисты. Вот. А есть такие вот на концертах девушки? Ребята, Фанаты, сыграйте фанатки, еще, фанатки. фанатки. Были, да. Несколько раз были, да. Такие девушки. То есть вы И уже... мужчины тоже Вы были. уже починаете на лаврах, да, у вас уже здесь еще не... Но мне кажется, после ничего этого, не светится. после этого эфира, мне кажется, фанатов у вас станет, ну, Больше. в разы больше, да? Да, мы И тоже на даже это не надеемся. среди ваших ровесников.
хорошо. Ребята, а вот скажите, ваше пожелание нашим телезрителям, как нужно проводить свое свободное время? Ну, И вообще нужно ли, чтобы оно было? Да, конечно, обязательно. Ну, тратить его нужно на саморазвитие какое-то и для личного какого-то вдохновения, не знаю, ищите себя в свободное время. Вот. Ну, проводить время так, чтобы потом не вышло то, что ты пошел там в какой-нибудь из гомов, а то... То есть правильно, дело надо милиции. правильно и качественно проводить свое свободное Ну и- время, да? Подожди, Даша, еще у ребят была еще одна композиция, я знаю, и они ее, прямо именно ее хотели исполнить. Давайте вы нам все-таки ее покажете, и мы ее послушаем. Ну что ж, дорогие Скажите, что телезрители, а мы на этом попрощаемся с вами. Я, Дарья Анкехова и Мария Куницкая были с вами. И сегодня мы поговорили немножечко о том, как же можно провести свое свободное время. Увидимся с вами в это же время, в этом же месте. Отдыхайте и наслаждайтесь жизнью.